Добрый день, уважаемые коллеги. Үтө күннен күнді бүгінгі тәрәхін кіттілақтыра. Разрешите мне начать нашу пресс-конференцию, встречу с вами, да, посвященную СХ Олонхо в Майконском районе, который будет проводиться 1-2 июля 2023 года. Үтө күннен күнді тәрәхін кіттілақтыра. Бұйыл Олонхо ғаға әймекан ұлығығар отайын бастақы кесі ұлыларға ғытылылар. Онына аналлақ пресс-конференция өтін ұлыз бағылыға енекенті Семенович Сипсеп кіттілақ ғытар хағалыр бұтын көңілі. Оны кәкке манна Ульяна Сена Винокурова каналырар. Бұл Олонхо ғағын концептуальный өттін көрін істен оңырын научный консультант бұғытынан үлләсті. Оны Ульяна Севна өттін бәрі бәккеден біліғат социологическая наука доктора. Онна Анисимов Руслан Николаевич каналырыр. Манна бігеге Олонхо бұд института Хотугулы Линге федеральный университет халаячыта. Институт Салаячита, онна Мария Васильевна Турантаева каналылар. Бұлағат Мария Васильевна Олонхо театрын директоры. Хептанон беге онна Феврония Васильевна Шишигина білейін калияға. Бұл беге Олонхо ассоциациятын президенті. Уважаемые коллеги, разрешите мне представить главу Аймеконского улуса Иннокентия Семеновича Сипсева. Сегодня будут участвовать так, потом президент ассоциации Олонхо Феврония Васильевна Шишигина, Ульяна Алексеевна Винокурова, доктор социологических наук, научный консультант концепции СХ Олонхо, Мария Васильевна Турантаева, директор театра Олонхо, и Руслан Николаевич Анисимов, директор института Олонхо Северо-Восточного федерального университета. Ну, если коротко, то решением главы республики по предложению Аймеконского района было принято решение о проведении в 2023 году 1-2 июля СХ Олонхо в Аймеконском районе селе Томтор. И был образован организационный комитет. Руководителем организационного комитета является Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства. И проведены собрания организационного комитета, совещания, да. И буквально вот на днях мы были в Аймеконском районе, и Сергей Васильевич с участием Александра Николаевича Журкова, так, первого заместителя председателя Государственного собрания Ултумен, так провели организационные совещания, собрания организационного комитета, да, и были уточнены сроки завершения строительных работ и работы комиссии. Так, я сегодня хотел бы вас проинформировать, уважаемые участники сегодняшней встречи, о том, что по линии организационного комитета образовано 17 комиссий. Это начиная вопросов строительства, так, Тюсюльге местности, да, и заканчивая транспортными вопросами, культурой, медицинским обслуживанием. Вот все комиссии, которые уже работают. Так, и я как один из ответственных руководителей, который отвечает за организацию СХ Олонхо, хотел бы поделиться впечатлениями, которые мы, ну, как бы при общении с жителями и Аймеконского района во время отчета правительства и проведения организационного комитета о том, что район готовится, так, и вот очень отрадно, что работники культуры, искусства района уже запланировали, кто, когда должен, в каком месте в селе Томтор так приехать, какое число,
и сколько надо именно мероприятий для того, чтобы все это организовать. И Феврония Васильевна и Руслан Николаевич проводили работу в эти дни, да, общались, продавали методические рекомендации, что надо подготовить. Так, поэтому, в принципе, организационные вопросы решаются так. И я хотел бы первое слово предоставить Иннокентию Семеновичу, главе Аймяконского УЛУСа, чтобы у нас он ввел курс дела, как район Аймяконский готов встретить СЭ Голонхо. Спасибо. Спасибо, Афанасий Иванович. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Ну вот, как Афанасий Иванович сказал, решение о проведении ГЭ Холонхо в Аймяконском районе было еще принято в декабре 2019 года распоряжением главы Республики Саха-Якутия. Но вы все как понимаете, что у нас 3 года были непростые, начиная от пандемии, стихийных там последствий. Но, несмотря на это, мы, жители района, конечно, ждем это событие. Прежде всего, для нас большая честь встретить новое столетие нашей Якутской Республики. То есть это очень большая ответственная для нас миссия. Сейчас уже в целом утверждена общая концепция, которая была разработана совместно с Ассоциацией Олонхо, с Институтом Олонхо и с администрацией района, и, конечно же, с Министерством культуры. Концепция Олонхо у нас называется «Аисана Аяна». Здесь у нас идеи и ценности СЭХа отражают 7 посылов, но по концепции, наверное, все-таки Феврония Васильевна поподробнее расскажет. Я, наверное, расскажу, что вообще ждет наших гостей. Да, вот. Какие фишки и какие нововведения у нас будут. Сразу скажу, что данный ГЭ Холонхо будет очень особенным и другим. То есть, во-первых, местность у нас выбрана село Тамтор, это не районный центр, но, можно сказать, это центр сельского куста. Местность проведения у нас определено и называется Кемис-Кюре. Первая у нас особенность, это, конечно, пути следования. Да? До Тамтора можно добраться наземным транспортом по федеральной трассе Колыма и воздушным авиасообщением. Но основная масса гостей у нас предполагается все-таки наземным транспортом, и уже вот начиная у нас с Мегино-Кангаласского УЛУСа будут уже, то есть начнутся мероприятия. Мы совместно с главами Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского сейчас отрабатываем, чтобы путь следования был интересным. Во-первых, у нас дорога прекрасная, тут не надо бояться, что Аймякон это очень далеко, всего 8 с лишним километров, поэтому на каждой остановке будут различные тоже мероприятия, поэтому в пути следования наши гости не устанут однозначно. Ну и, во-первых, красота нашей природы, да, якутской нашей природы, это наши горы. Уже начиная с Хандаги у нас открывается прекрасный вид нашей республики. То есть я точно уверен, что жители центральных районов, Вилюйской группы УЛУСов, которые в первый раз посещают эти места, будут прям удивлены и поражены красотой нашей республики. Аймяконский УЛУС у нас находится на восточной границе нашей республики. Это единственный район, который граничит 2 субъектами. Это Магаданская область и Хабаровский край. У нас находятся 4 великих хребта северо-востока Азии. Это Верхоянский хребет, Колумбское Нагорье, Черский хребет и Джукджурский хребет. То есть здесь уже по пути исследования у нас будут, так скажем, рекреационные зоны. У нас остановки начнутся с озера Харату и Наледное. То есть в прекрасных пейзажах начнется у нас встреча гостей. Вторая особенность, это с учетом того, что Тамтор это у нас не районный центр, у нас будет организован и создан большой палаточный городок.
Это будет одна из фишек, тут бояться ничего не надо. Это на примере мероприятия «Селигер», то есть в местности, где 150 тысяч квадратных метров, будет расположен большой палаточный городок для основного потока гостей, где будут тоже обустроены санитарные точки, начиная даже от прачечной, гладильной, то есть все удобства будут. Но там будет своя атмосфера, своя романтика, поэтому гостям это тоже, я 100% уверен, что это понравится. Третья особенность — это то, что с учетом Аймикон, это, можно сказать, и бренд не только нашей республики, но и всей России. Сейчас, ну и до этого как бы интерес к Аймикону очень большой, как к полюсу холода, но и с учетом того, что у нас, мы называем это места силы, то есть здесь наш район богат очень большой своей историей, начиная пути Алексея Евсеевича Кулаковского, Николая Осиповича Кривошапкина, трассы Алсиба во время Великой Отечественной войны, история ГУЛАГа, ну и других вот историй, которые тоже будут интересны для наших гостей. Открытие цеха запланировано. Ну, мероприятия пройдут у нас с 30 июня по 2 июля. Официальное открытие у нас состоится 1 июля. Ну, то есть 30 июня у нас тоже уже начнутся другие основные мероприятия. Ну и тут следует понимать, что в якутском слове нет перевода слова «праздник». То есть цех — это у нас не праздник. Цех — это большой, это наша жизнь, да, то есть здесь, кроме культурных мероприятий, у нас пройдут и другие, деловая площадка будет, форумы, ну, то есть мы будем решать судьбу нашей республики на 100 лет. Вот так, можно сказать, и глобальная наша цель. Сейчас у нас подготовительные работы, как я сказал, уже проводятся в районе 2 года. Здесь я хочу отметить настрой жителей района. Сейчас вот мастерицами нашего района уже сшито 2000 по-якутски олбох, сидушек для наших гостей. Проводятся различные мастер-классы. С 15 по 17 марта в селе Тамтор и в поселке Уснера у нас пройдет научно-практическая конференция. Но об этом у нас поподробнее расскажет Руслан Николаевич, один из основных организаторов данного мероприятия. Режиссером, главным режиссером у нас утвержден приказом Министерства культуры государственный советник республики Андрей Савич Борисов. Ну и всей постановкой у нас занимается театр Оламхо. Ну и по этой части у нас, наверное, ответит Мария Васильевна. Так, ну, можно сказать, мы уже начали цех Оламхо. Сегодня у нас наш земляк Дугуйдан Винокуров направляется по дорогам великих предков. Это по пути Кулаковского и Кривошапкина. И это уже, можно сказать, старт к цеху Оламхо. И оно завершится у нас 1 июля текущего года во время торжественного открытия. Так, ну если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Ну, Иннокентий Семенович, Шөбатык республика саңа 100 сыллах сайдытын солун өймөкөн улуугар ыдыллар олонко хыгыттан хагалыбыт онно аналлах дирин исқоханнах кепсетилери көрсүүлери оңоробут тете онон буллагана ол кайдак болуктагын онна ол кайдак толкуйданан таксыбытын еген билеген сетери кепсиякпит хептанна бу коллегалар бут кыттыган эхяка сихили бартын ырытыяктара. Онуттан мен салгы тылы берен ием. Уважаемые коллеги, дальше у нас уже будет практическая часть, да. Вот Иннокентий Семенович изложила основное вот направление, так, и смысл проведения цеха Оламхо, да. Но я хотел бы, чтобы здесь еще углубили, так, и хотел бы попросить слово вот, чтобы
чем именно заключается значение проведения Эсэха Олонхо, почему мы именно на это уделяем большое внимание, так, Февроне Васильевне Шишигиной, так, нашему президенту Ассоциации Олонхо. Спасибо. День добрый, уважаемые коллеги. Ну, у нас Эсэх и Олонхо проводится нынче 16-й раз. И от Эсэха к Эсэху растет эффективность, результативность этого мероприятия. Это Эсэх Олонхо – это не мероприятие 2-3 дней. Подготовительные работы начинаются за 2-3 года. И после проведения Эсэха мы видим по тем улусам, районам, где проводилось у нас это мероприятие, работы продолжаются, углубляются, начинаются, некоторые улусы у нас написали концепции социально-духовного экономического развития своих улусов, и работы свои продолжают в образовательных учреждениях. Огромная работа продолжается и с населением. Это мероприятие идеологического характера. Даже, можно сказать, не мероприятие, это процесс. Процесс долгий и продолжительный. Даже в это время, в период подготовительных работ, у нас объединяются краеведы, историки. Вот, например, в Аймеконе к Эсэху Олонхо будет издано 11 книг. Работа полностью проведена, к печати подготовлена, и в первый за день до официального открытия, 30 июня, будет презентация этих книг. Над этой книгами работали администрация, так, общественники, краеведы, работали историки, дети писали свои доклады, привлекались ученые, Институт Олонхо, Институт гуманитарных исследований. Так что большая армия людей провела очень интересную работу. И представляете, история Аймеконского улуса, она настолько интересна, что она захватывает, и она не будет исчерпана вот этими 11 книгами. Эта работа вот положена только начало, и вот эта работа продолжится. За 15 лет выпущено вообще свыше 100 книг, где-то около 120 книг по Олонхосу, там, по методической литературе издана учебная по Олонхо. Но поколение уходит, и нужно успеть все это как-то запечатлеть и закрепить. Эсэх конкретно у нас идет 3 дня и 2 ночи. Вот такая подготовительная работа сначала ведется, которые ездили в Аймекон и увидели, что уже очень много слоев населения, начиная от детей, от детсадовского возраста, уже увлечены этой идеей, и проводится огромная масштабная работа. Так что, еще раз повторяю, что Эсэхи Олонхо это стали в последние годы, вот, вообще стали они мероприятиями какого-то идеологического характера. И чем же они стали? Это Эсэх Олонхо, это площадка общения единомышленников. Собираются у нас исследователи, собираются общественники, народные умельцы, носители традиционной культуры народа, люди, взявшие на себя ответственность передачи от поколения к поколению вот, культуры, духовной культуры народа. Это огромная площадка для общения. Эсэх Олонхо стал местом поиска новых идей, приемов и обмена опытом. На Эсэхе у нас проводится своего рода контрольный срез. На каком же уровне мы находимся? На каком же уровне находится наша духовная культура? Что же сегодня умеют делать, что же сохранились и передают детям наши мастера по традиционным видам искусства? И не только вот умельцы, но и традиционные виды хозяйствования. Что, на каком уровне сегодня у нас это в республике, нашей республике? И
еще ИСЭХ Олонхов, он стал продвижением точек роста районов. Есть же вот конкретно виды хозяйствования, по которым в этом районе, ну, получается или не получается, или виды хозяйствования, по которым они хотят получить, ну, дальнейшее развитие, развивать дальше. И вот здесь, вот в Оймяконском районе мы наметили несколько точек, по которым, о которых мы будем говорить, и говорим уже постоянно и привлекаем иные ведомства, министерства, по которым мы работаем. И во время ИСЭХа будут деловые площадки. Например, коневоды. Коневодство – это бренд Оймяконского района, Оймяконского улуса. И в дни ИСЭХа соберутся коневоды. И здесь в Оймяконском районе есть 3 опытнических хозяйства, племенных хозяйства коневодов. Ну, вот Руслан Николаевич расскажет, что даже из Москвы директор Института коневодства, он приезжает на конференцию. Это будет иметь продолжение, и во время ИСЭХа, Иннокентий Семенович, он будет же, ярмарка продажи племенных жеребцов будет. Вот так что собираются коневоды, и мастера-умельцы у нас, и мастерицы, они тоже по своим видам искусства, приближенным к коневодству, тоже будут там делиться своим опытом. Так что это очень такое мероприятие, от которого мы ждем очень хороший результат. Соберутся молодые люди, которые... Так, об этом Ульяна Алексеевна расскажет. Так, задумки очень большие. Вот даже то, что у нас проводится первый алгыс нового столетия, здесь проводится, и молодые люди соберутся и будут говорить о том на этой деловой площадке, какие технологии должны развиваться в нашей республике. Так, ну у нас желание огромное, люди хотят приехать со всей республики, так, и здесь у нас еще один момент, будут работать волонтеры. Волонтеры, здесь одно из посылов это будет звучать как движение к перспективе, к лучшему будущему, к очищенному нашим духовным противостоянием, любым проявлением зла, конфликтов, разобщенности, Оймяконский улус будет направлять развитие нашей республики к востоку, как географическому направлению, и вперед к лучшему будущему. Таким образом, Оймяконский ИСЭХ приобретает громадное, не только региональное значение, но и общечеловеческое, отвечающее новым вызовам истории человечества. Благодарю за внимание. Спасибо, Ульяна Алексеевна. Ульяна Алексеевна, олонқа хыгын Оймяконга ытыллытын дирин өттүн чөй батык сихили кәпсәтә ырытта. Анам бары тәһин ылынан өйдәтү битене тон сакалы өттүнүгин өссө дириңетен сурулло онна кәпсәне буллады. Ona Ульяна Алексеевна беги сакалар диен хотуртаата кинигетин беги общественность бихиремнәбите жоңгон урокка тахарбыта онна бу олон осына хакай хайдытын билинге кемге хаңа олуктары деген хуруян турар онна бу олонка хыгыны тылыта тохтар эми хептүбеллер. Так, я хотел бы попросить слово, да, от директора института Олонхо Северо-Восточного федерального университета Руслана Николаевича Анисимова, да? Руслан Николаевич занимается именно подготовкой одного из самых таких этапов подготовки ИСЭХа, это проведение ответственных этапов, это проведение научно-практической конференции, которая будет проходить 15-17 марта в Уснере и в Томторе. Спасибо. Пожалуйста, Руслан. Так, добрый день, коллеги.
Наш институт участвует в организации проведения СЭХ Олонхо в двух моментах. Это первое, как сказал Афанасий Иванович, это проведение научно-методической конференции и, конечно же, это издательская деятельность. Мы вот совместно с Ассоциацией Олонхо, театром Олонхо разработали положение научно-методической конференции и разослали по всем учреждениям науки, культуры, образования республики. Конференция пройдет 3 дня. Это первый день, в один день будет в Уснере, 2 дня будет в селе Томтор. Конференция, конечно, является одним из главных этапов подготовки к СЭХ Олонхо. Экспертами выступят 30 ученых и общественников из разных учреждений нашей республики. Это кафедра философии, кафедра фольклора и культуры, кафедра северной филологии Института языков культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, также Институт гуманитарных исследований, Арктический, АГИКИ, АГАТУ, Музей фольклора и музыки, Музей Хомуса, Театр Олонхо и вот другие вот наши учреждения культуры. Особенностью этой нынешней конференции станет участие нашего московского коллеги, директора Всероссийского НИИ коневодства Зайцева Александра Михайловича, потому что у нас в этом году в содержательной части конференции сильно будут обсуждены вопрос сельского хозяйства и коневодства, северного коневодства. Так и будет всего организовано 12 секционных заседаний, 11 мастер-классов и семинаров, 3 круглые столы и пленарное заседание под руководством Сергея Васильевича Местникова, председателя оргкомитета СЭХ Олонхо. Также будет запланирована отдельно культурная программа для участников конференции, выставка продажа народных промыслов совместно с Торгово-промышленной палатой Якутии. Также у нас ожидается свыше 100 участников из 12 улусов республики. По итогам, конечно, конференции традиционно будет издан сборник конференции. Но хочу напомнить, что цель научно-методической конференции, она такая очень серьезная, глубокая. Это подготовка научно-методологической основы проведения СЭХ Олонхо, да? И, конечно же, это оказание теоретической, практической поддержки организаторам, населению Оймяконского улуса, да, вот обсуждение этапов подготовительной работы по направлениям. Я хочу отметить, что содержательная часть конференции в этом году очень насыщенная и очень такая хорошо продуманная. Я очень сильно благодарю начальник управления культуры Оймяконского улуса Сивцева Аксинья Семеновна. Она очень хорошо к этому делу отнеслась. И хочу отметить те направления, которые имеют очень хорошую деловые программы, которые имеют новизну. Да? Это у нас секционное заседание, тема на Олонхо и экология, циклические явления матери природы. Там модератором выступит наша уважаемая Винокурова Ульяна Алексеевна. Потом, в-четвертых, это экология кутсюр души человека, в Олонхо и других фольклорных жанрах. Тут у нас модератором этого направления выступит Савинов Андрей Савич, заведующий кафедрой философии нашего университета. Также у нас очень хорошее направление в этом году – это исконно якутские традиции в жизнеустройстве современного села. Тут между собой обменом опытом выступят потреб кооперации, да, сельскохозяйственные кооперации, которые занимаются именно работой на земле, в селе. Да. Конечно же, это у нас северное коневодство вопросы. Тут у нас ответственным выступит Министерство сельского хозяйства республики. И, конечно, вот тоже очень такой актуальная тема для нас – это СЭХ Олонхо и предпринимательство пути продвижения местного туризма.
Тут у нас организаторами выступит Министерство предпринимательства нашей республики. Я хочу отметить, что благодаря помощи проведения подобных мероприятий уровня ИСЭХ-Улонхо у нас в республике за последние 10 лет наблюдается подъем именно местного туризма, подъем местного как сказать, предпринимательства, да, креативной индустрии, как говорят, да, и мы тоже используя этот опыт, надеемся, что в Оймяконском улусе тоже это направление будет сильно развиваться. И, конечно же, конференция так совпала, что оно пройдет в день рождения 16 марта, день рождения Алексея Алексеевича Кулаковского, что у нас тоже сильно удивило, да, символично, да. И, конечно, двум нашим крупным светилам Оймяконского улуса, это Николаю Осиповичу Кривошапкину и, конечно, Алексею Алексеевичу Кулаковскому, будут посвящен отдельный круглый стол и дискуссионная площадка. Поэтому всех желающих мы ждем на этой конференции быть участниками. У нас там вопросы проживания решены, да, и транспорт тоже. Так, и второй момент у нас это, конечно, можно сказать, что после ИСЭХ-Улонхо надо же думать, что остается для улуса после ИСЭХ-Улонхо. Мы можем сказать, что три момента я хочу это отметить. Это, конечно, остается очень красивый ландшафтный этнографический комплекс, который будет в будущем еще использоваться, там будут проводиться всякие мероприятия, и в целом развивается инфраструктура того или иного района. И, конечно же, это духовное развитие человеческого потенциала улуса, да, яркие воспоминания для детей, для всего населения, и это, который будет давать такую хорошую основу. И третье, это, конечно, книги, издания, которые остаются на века. И, как сказала Феврония Васильевна, у нас готовится 11 книг. Я хочу отметить 4 книги, которые тоже уникальные книги. Это первая книга у нас «Фольклор оймяконских якутов», который же готовится в нашем институте на якутском русском языках, именно используя научный аппарат, академическая книга будет. И вторая книга – это «Фольклор эвенов Оймяконе». Готовит ее Белолюбская Варвара Григорьевна, наш профессор кафедры северной филологии. Тоже книга выйдет. И хочу отметить одно еще не опубликованное лонхо «Кюн Эрили» Егора Алексеевича Слепцова, который готовит наш профессор нашего университета, это Василий Васильевич Илдарионов. И тоже один очень такое хорошее событие – это перевод главного эпоса оймяконских якутов Дугуебюро Максима Филипповича Мосова на русский язык. Переводом занимается Аида Ефимовна Шапошникова, член Союза писателей России. Все, спасибо на этом. Спасибо, Руслан Николаевич, за подробную информацию. Руслан Николаевич, бұл научно-практическая конференция тоқ сүрін ороллағын, шөй баты онына тоқ үләгітілерін, кенегелер тақсылары деген, олонқо кенегелерін тақсылары деген бардың шөй баты кірдап бұдығар мақтана бұд. Так, білейін болдағына де арыллыта, олонқо ғығын онына сүрін бұл арыллытын орулун жон өйдүүрүгө деген неригер онна оттон самай олонко болон баран олокток олонкоут олонколаабут суруйбут айбут олонкотун туруру болар буллади онун булана билеген Мария Васильевна шөй баты оны кепсияга хепте сирдатыяга кайда бөлөмүнөн хайдалдарын. Уважаемые коллеги, сейчас Мария Васильевна Турантаева, как директор театра Лонко, у нас ведет курс дела именно как будет происходить открытие. И, конечно, спектакль Лонко, который готовит театр Лонко, именно
в этом Тонторе, в Имяконе, это Дугуя Богой Максим Филиппович Амосова, да? Сказителя Лонкосута Сордоновского наследия Маканского улуса. Так, именно в 1940 году Семен Боло записал так вот это Лонко именно благодаря Максиму Филипповичу. Так, и сейчас мы будем свидетелями, как наш театр Лонко будут постановки так для всех жителей, участников СХ. И, конечно, мы надеемся, что оно будет и в театре Лонко также, да. И, конечно, ждут внуки, так, Максима Филипповича. Это же прекрасно, это же хорошо, удивительно, потому что его внуки ждут, как вот Лонко, дедушки будут поставлен театром Лонко. Этим они гордятся, поэтому я с удовольствием предоставляю слово Марии Васильевне. Үтөкүннен. Хахалой дүгүт табары? Тугунан де. Чайкы тылынан көпсебет. Қас билди Лонкоға бу раз республика бит улустаргар ытылан каллилерди. Онна қас билди Лонкоға улус бәдин керей түтүн, керей гетин, төлбетин Лонкотун сырдатан жоңго хергага, кеңегага таргатар. Онна биги бу Лонко театры Лонкоқтарынан жарыктанык бутуттанла хайдагара биле Лонко кеңегетигер байгалыгар кирен хербейт, онотон кеңәйтер кеңән, кәреттен кәрете көбен херттен хайдагара ки астынар. Онотто те тухте кохып. Колор те барын әттелер де Лонкоған кәнттен ки туутутан калыр, колор улус. Билен турар бер керебеләх ыгыктыр хирик тутан калыр, колор тутулары, аллук маспар болар, тосургалар тутулалар. Онтаһнан наһа чөйкинигеләр таккаллар. Онтаһнан оттон жоңга хергага бәдер өйөр ханатыгар бер түрдә шуга интерехней бер өйдө бер халар бу эки сүтненди. Оноттон бу Лонкоғыктаргар каспидди Лонкоғыгар бу тери биттерехнер биттен көрдөхө улус эми бәтеме бәт интерехней сөти духовно сөтөрөмө тутан калар бит. Колор боллана алдаңга болбутыгыкка себеки ден биле хотунороттар таңараларын биле арылууда, онна те холор бехитснаристер бит биле оны бу Конституцион кадары чөбатык кериеннер, оны тобле хаан ыртаннар ондук аты болбуттара, оны ол себеки ден ат холор биле төндүбүтэ, холор алдан олохтохтурur. Онто боллана өлөхмага ытыллыбыт Лонкоғыгар иделгин ден меценат тахтар эте. Ол иделгин атами умнуллаһа жыбдет. Отомнан кәһелер бу киһи биле пикел урудо готойн хук болан биле атын луханга аттабака жыбтыр эте. Ол киһи боллан улхан сүбдә улхан өңөлөһө бит, онуттон бәте Лонкоғыттары ыңырандан Лонкоғыттар эми иделәһә бит холубур. Onu ол ыгыкка ми сөргүтен кене атын тилиннерен биле холубур жоңга кеңеге таргап пыпытын кенттен быйыл 2000 сыл өлөхмө улугар иделгин сылынан билдирилибит. Олата болланы биле үлелебит киһи биле көлөһүнө тиллен, онуттон хлоритинник үтөйдө билер бар булар бухтарады. Олин хас бидди ытылдыбыт Лонкоғыга бәте туспа керелех, холор бухыга чугейте бухыга мөкөтеден киһи тоеппет, хас бидди улус чүйдүк үдүк тахамнахтык онна исхохонноқтук терилибите. Онтон бу өмөкөн бәйтөттөн аялгатыттан хагалаан жонугар хергетигер тие барда кере дойду, кандары бәйтеми Лонко дойду тур оюланар курдук, эти холор аңардас хайаларын даганы киһи көрдөөнө, аялгатын даганы көрдөөнө, онтон холор те аяннан ихен даганы сулга ин көрдөхө холор кыһын атын, хасатын, сайын атын көстүү, күһүн атын көстүү. Оны холор бу концепцияга бер түрдәк интерехнеди курулубут, онутун арылдытыгар, онна хабылдытыгар ыгык биле терехнергер барда хырдатылыга, оны чүбәти көстүүга. Онутун өлөхмө өймөкөн улуга билген бер интерехне бәте ботурдакты. Дугуя. То дугуйдан ботурден атты хойп, ботурден аттак жону. Оны кедне холор те дугуя бего хайдагара сыжана да дете холор ки хетенеп, холор дугуя бего Лонкону бихи көдөрөктәк бит, ол дугуя бего биле
бирюксүн үшүгейден биле дугуйдан жана текетереми хайдара биле. Тон биле жон өйгөр ханатыр халыр боди. Олин тинне хайдара мен терембертин терехине олон котуруга ден кайдагар эренебит. Уноттон те телевизион курдук күнжөгөй хыла билдери бидин ки барта холбор сахас бити саха гейте бетигер олус истигни кылынар. Онон оттонну бу холодугуйдан ботур бетеми атыкытары биле эксебестек бу. Онун кайдара барта хөптүбер курдук. Бир искүнеттеке. Уноттон биги бу терехемитин терие кулун тутар бүтүтэ бусустар хагалында тиекпит. Уноттон кеһи холор бу өмөкөне ханатаны хайдагара туганан келер. Өксүкүлах лөксөй билесин чантан төннөн хенкени нахачы ыгыс бута дентелер. Ол ыгыс ровно 99 сылнара төр болбут. Нахачы ди андарен терехне хүрбөтө тыллаха терли боллана бе быйыл 99 сыл болан баран быйыл эме өмөкөнгө ыгыс хапты холор. Олун каган. Ол хинеме бете хандары биле саха хыпырларын коддаха биле символдар элбэх. Уноттон ысых, на самом деле, это такой праздник, который посвящен всему населению, проживающему на территории всей республики. Это тот ысых лонхо ысых, это ысых дружбы, это ысых семейный праздник. И ысых, который посвящен обряду благословения Алгыс, для того, чтобы все гости, все посетители, непосредственно все жители нашего Эмяконского улуса, а также гости, все должны в обязательном порядке в первую очередь получить обряд Алгыс, благословение, да? Потом, какой же ысых без алонхасутов, если это ысых посвящен непосредственно Алонхо. Поэтому мы очень надеемся, что с нами в обязательном порядке поедут туда именитые алонхасуты. Как вы знаете, в прошлом году, в 2022 году, наш глава Айсен Сергеевич Николаев издал указ, и у нас появились свои стипендиаты, которые вот непосредственно посвятившие свою жизнь исполнению алонхо. И вот мы очень желаем, чтобы они все были в здравии и в обязательном порядке приняли участие в такой благодатной земле в Эмяконском ысыхе Алонхо. Кроме того, ысых Алонхо в этом году, он у нас практически получается первый ысых нового столетия, поэтому это очень тоже большая такая достаточно большая ответственность. Поэтому обязательно каждый, кто приезжает в Эмяконскую землю, обязательно должен приходить с добрыми намерениями, помыслами, обязательно, чтобы ысых прошел на высоком, очень хорошем высоком организационном уровне. Ну и также, чтобы каждый человек, который проживает на территории Эмяконского улуса, а также который приезжает в гости из республики, непосредственно ысых, да, должен с собой принести частичку себя, имеется в виду частичку своей земли, имеется в виду, чтобы все, имеется в виду люди, которые вот там будут объединены не только благословенным Асохаем, но и также получили общее благословение от наших алгашитов, которые будут проводить обряд очищения. Ну, кусочек земли, я имею в виду, не обязательно это в натуральном как бы форме взять с собой, да, а именно свои особенности, имеется в виду, своего улуса, свои костюмы национальные, как бы свой с собой взять, да. Ну и, естественно, даже некоторые могут с собой взять свои исконные какие-нибудь, допустим, блюда там и так далее. То есть, чтобы это тоже было объединено. Ну и очень надеемся на огромную помощь со стороны самих жителей Эмяконского улуса, чтобы дети в обязательном порядке принимали участие, ну и взрослые, особенно мужчины, которые в свое время, естественно, будут заняты, но тем не менее. Хорошо, огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария Васильевна. Ну, я хотел бы тут для наших участников и для тех, кто присутствует, сказать, что здесь у нас присутствует Розалия Тимофеевна Дягилева. Аплодисменты надо. Мы благодарим Розалию Тимофеевну, что она в свое время подготовила, издала именно книгу о алонхасутах, о Эмяконе. Так? Это большой труд. И благодаря ее патриотическим помыслам, работе
мы имеем тоже основание в этом году проводить вот эссе Холонко. Спасибо, что, Розалия Тимофеевна, сегодня подошли. Так, мы вас ценим, любим, уважаем. Здесь присутствует Мария Поликарповна Боярова, заслуженный учитель России, человек, который воспитал не одно поколение замечательных граждан России, так, жителей Аймякона, которые сейчас трудятся, прославляют Аймякон, республику. Так, и мы знаем, что она организовала именно литературный музей, музей ГУЛАГа, и этот музей сейчас работает, и мы всегда восхищаемся, когда приезжаем, смотрим этот музей, знакомимся, да. Здесь присутствует Маргарита Егоровна Винокурова, Маргарита Егоровна пропагандист, патриот Аймякона. Она в свое время работала учителем именно Чугайской школы. Мы за это тоже благодарим, что сегодня присутствуете. И она, конечно, все время пишет, агитирует за Аймякон, за то, чтобы любили природу, уважали жителей Аймякона. Спасибо, что вы сегодня присутствуете. Так, пожалуйста, уважаемые участники, можете задать вопрос. Вот, я не буду все зацикливать на себя, а так, пожалуйста. Маргарита Гунна, пожалуйста, микрофон бар, Анна. Ага. Так. Ребята, микрофон включите, а кто может? Включат микрофон. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Табыллах бу бийдик долактар бөтен мекеннер. Онна бу пресс-конференция кыттылактара Иннокентий Семенович бу олонко келәре турар мекенге ыгыгар терибекетер улаханнык мактанабыт беге Винокуровтар декер кеттериттен. Василий Степанович кенкелпете олехин бала бу мен келен турабын. Туак демете, мен өймекәңе бейхонча сыл келен баран кенет бытны жабын. Олехин жону сергене, туағу хиери туымы билебин дияққесеп, үйереппет тоғыларым биргөлі ләбітті жонларым бары өймекәңе әлбақтар. Onun balana tuak demete, bu öymeken uluğugar, kutu doydu uluğugar, gelen olan kıha kelbetiger hüdda üçeydek bihiribin. Min jağın uluğugar emüleler bitim olur butum, onun balana yaksıllata jağın uluğugar bol butadi. Da arda tuak bıhınan ırak payı, tuaktan huol isgir akan kemiger, onda emme etenge as butadi var ödibit. Onun tören bu öymekenge, Emye ulakhan tahımnaktı, dük tahımnaktı, ıhığa ahığa diyen olar bigetik min erenebin. Toğa detekkedi, bu öymekenge sürdağ, ıtık, mağını ülahid jonlarlar. Urut urukuttan ulakhan derin, iskohanlar, istoriyalar, elbək balana ağattaq, sollar, ülahid jonlar. Ule güroydara, ule hıladı. Ol bilgin dağını eder içecek. Koda var bir hüdü kuydamıt. Eme giroy bolu hıccar. Kene Simiyata, Vinokurov, Semyon Lvovich, Irina Kristoforovna, eme kehe barıtı bütün Rusiya dütünden bu eme ütü utumu cahiddanlar eme bu at sol bu mekan uluğun tarkatı hıccarlar. Olihim balana bu mekange bilgin esse Nikolay Timofeyevich teneme hılgıhtır ucordara. Ol innetiger bilır balana atır bıt Krivashapkin'den sılgıhıt geroy sosyalistiskava turda barete. Ondan balana te behege bilirgın olak tüng kayır balaka Krivashapkin Nikolay Yosipovich kurdu ulağan atta sollak atıhıttar kolabur hun tartattan
Павлов Трофим биллер боллагана, отоһун тартарта, өймөкәннәртән Кривошапкин Николай Осипович. Онтан мыланы бияхоттан әйтбәк, ыты гаджеттар тиелдер ето. Ол күрді оттан Николай Осиповичка суруксут быһытынан Кулаковская Алексей тиян білеген кені аты хуалы өймөкәннәр эме гаджет быһытынан кен тутталар. Кені яқа суруксуттан дені темете. Онан баланы бұтуақтен аны тұран баланы өймөкән бай историята ден тугой. Почти үйен арыттын ордук, бүтін союғу тутар күрді. Өймөкән көміхә қостанан күн бүгінігер дері көмістәқ үрге болын тұра. Ол ембай бұлугер сир байын. Аз өз бере жонлар туақтарыгар. Қайда күрдік бұл ұғағы ұты хуақтақтыры. Ол күрдік толку дуаққанада, онан бейге боланы промышленность, онна боланы бұтты қағайстватын жонлара бір сомаға күрдік. Үлелән қамсан түм чуақтарынады. Bir сомаға күрдік. Оны болан көрдірі. Аны боланы өймөкән ұлуға ден. Барыманы толкуйдан көрдіққа. Нұтшалар, қотуғу сақалар. Бірге әйе демнәқті. Түмсен олар бұттары үйе күрдік болы. Ол әмі олы қадынық боланы бәлетен еғаннады. Оны бұл олың қығығар. Мен сана бар. Қоту сақалар, ұратылары, кенлер культуралары, олықтара, жағықтара. Аз берде олыс бала тұспор атылақ бала. Ол көстіғыннады дейханды бір. Тоғы детеққа бары күру кестербі күрді. Қотуғы сақалар дейлерді. Қотуғы сақалар. Туғының кене қотуғы сақалар деді. Астара, өйлері, таңастара, саптара, өйдері, саналары әме ұраты. Тоғы детеққаны бачытымны тыйыс условияда 6 градуска күн бүгін өдері қайда қара дейін келіліктер еді. Ол бұны историяда олақта қотуғы сақалар. Онны нұтша омыға бірге сомағынан олар. Аны тұран бұланы бұл бүгін пресс-конференцияға хүрдәқ бұланы бұл Руслан Николаев университеттің білебін әдер бағай уалшан қақырат бірге өдәдәппіт білген директор болан тұрар. Онны бұл олың қоғанен бұл Феврония Васильевден әме үшейдік білебін. Оны мен тұс бәйім хана барден. Қотуғы дойдуға бұл өймөкәңі ұғақ боларығар. Мен сана бар. Әйгі көмәқ өттен. Бұл республикаттан биллер көстер аттақ солылақ оланқо әтәтчілері, онны оғуақай әтәтчілері иддек қанада дейханды бұн. Тоғы детаққа еті бұнаны бір мастер-классы жонлары түмен көрдірер, онда бұт оқырды. Олен бұна біліңеттен кенлер бары үшөйдік бәлемненен күнді ғаджет боланлар өймөкәңе, ол бұнан кенлер жоғырттарын, таланларын көрдірдіні. Атақ бұның ағанан тоғынан кесте өймөкәндер көстіқтары дейханды бұн. Онан бұна мақталы кетті Маргарита Горовна. Маргарита Горовна, спасибо большое. Конечно, наши организаторы готовят участие именно знаменитых Олонхосута, Басохай, Забивала Сохая. Спасибо. И большой привет и здоровья Василию Степановичу от нас. Спасибо. Так, у кого есть вопросы? У нас идет прямая трансляция так, благодаря Саха-информационному агентству, нашим коллегам, журналистам. Поэтому многие наши коллеги, журналисты смотрят по интернету, в сайте ЕСЯ, да? Поэтому мы хотели бы обратиться к нашим коллегам о том, что именно благодаря тому, что вы освещаете и будете как подавать и как рассказывать, как писать, зависит именно тоже многое от вас, организации именно Сеха Лонхо, приезда гостей, сплоченности, да, многонационального именно района Оймякона, потому что 65 национальностей проживает на территории Оймяконского района. И я хотел бы вот поделиться впечатлениями Уснеры, когда мы встречались с населением, жителями, они прямо вот и албох, вот как говорит глава, уже шьют, да, и потом уже подготовили свои эти одежды, как одеваться, национальные одежды, да, не только якутская, но многонациональность будет, Оймякония тоже, да, конечно, присутствовать и будут во время Сеха Лонхо.
И я хотел бы здесь сказать о том, что вот здесь мои коллеги мне добавят, да, будет спектакль для детей, так, театр юного зрителя наши коллеги готовят, да, Мария Васильевна, да, вот Дива Лаби, вот Ульяна Алексеевна сказала же, что именно вот о 3 героях также, да, и я хотел бы Марию Васильевну немножко об этом сказать. Да, театр юного зрителя на каждом исыхе Олонхо с собой привозит спектакль Олонхо. И так получилось, что в этом году появилась очень хорошая, добрая сказка «Лабычан», которую сейчас готовит коллектив труппа театра юного зрителя, и они обязательно этот спектакль увезут в Оймяконский улус. Кроме театра юного зрителя, также будут еще привлечены для организации проведения Сыхолонхо такие коллективы, как Национальный театр танца, театр коренных малочисленных народов Севера, как я уже говорил, театр юного зрителя, из Саха театра будут привлечены актеры, ну и также основными труппами, имеется в виду труппой, будет коллектив театра Олонхо. Вот сказка, которая вот была написана Огдо, вот она сейчас в разработке, и вот его будут готовить, и премьера, я так думаю, состоится непосредственно уже на территории Оймяконского района, местности Камыскүрү. Так, я здесь, спасибо, Мария Васильевна. Ну, мы приглашаем семьи, да, чтобы приехали с детьми, так могут приехать в Томтор, также, да, и приехать этот спектакль удивительный, да, будет, ну, Евдокимовну Еренсееву знаете, Огдо, известный писатель наш, да, человек, который тоже все делает для того, чтобы литературный мир был посвящен для наших детей, да. Ну, я здесь хотел бы попросить еще Ульяну Алексеевну Винокурову, так, Ульяна Алексеевна, про именно смысловые нагрузки, вот то, что у нас Августина Николаевна Филиппова поддержала в свое время, как должен выглядеть чесхан, как это должно уже быть сшито, да, одежда чесхана. Начиная с этого и с Эхолонхо, какая связка идет у нас? Это очень интересно, потому что Сэх – это прежде всего обращение к подрастающему поколению, обучение и введение их в наши культурные коды. В этом плане очень замечательную идею предложила наша выдающаяся художник-модельер Августина Николаевна Филиппова. Она вот там была несколько раз, мы там проводили международные семинары, эстетика одежды на холоде, пульсе холода, и она предложила оймяконским детям, работникам культуры и образования создать спектакль по ее костюмам. Это полюс холода Оймякон. Следовательно, они могут выразить на Исыхолонхо вот свои особенности. И по ее моделям, по ее идейному вдохновлению будет поставлены спектакли детьми дошкольных учреждений самого Оймяконского улуса. То есть это не только профессиональный театр туда приезжает со своими Олонхо и спектаклями, но и само население, люди разных возрастов будут показывать свои способности и доводить до участников Олонхо, Исых Олонхо свои таланты, свое видение жизни на полюсе холода. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, если нет вопросов, то мы хотели бы завершить, поэтому, Иннокентий Семенович, давайте потом будем завершать. Так, ну, уважаемые участники, что я хочу отметить. Ну, вот здесь презентация вот Дива Лаби была, я там не успел сказать.
Вот эти красивые картинки, это рисуют наши местные ребята. Это работа Егора Неустроева, который действительно никак не уступает Уолт Диснею, да? Поэтому вот эта книга у нас национальный издательство «Аяр» скоро выпустит. После этого у нас появится спектакль. И надеемся, что это будет в скором времени хороший мультфильм для наших детей. То есть мы каждый бренд будем, то есть не закончится одним мероприятием все, а дальше будет продолжением. То есть основная цель Гехолонхо — это чтобы каждый гость не был у нас как гостем, да, а был сопричастен, участником. Поэтому будет всем интересно. Ну и мы, конечно, жители района, возлагаем большие надежды и уверены, что после Алгыса развитие нашего района будет таким быстрым, что в скором времени Аймекон будет одним из самых таких достопримечательностей нашей республики. Ну и, конечно, хочу выразить благодарность всем нашим жителям нашего района. Действительно, сейчас осталось совсем мало времени, и мы друг другу помогаем. Вот даже и по финансовой стороне. Вот хочу отметить семью Винокуровых, Маргарита Егоровна, Василий Степанович, которые в прошлом году выделили сами пенсионеры, но 100 тысяч выделили на организацию конкурса. Это тоже большого стоит. И вот мы тоже призываем всех наших уроженцев, которые проживают в городе Якутске и в других городах и субъектах нашей страны. И 28 февраля в Доме культуры, Доме дружбы имени Кулаковского мы проведем концерт «Эмекентен Истин Ильджит», где примут участие наши местные звезды, а также звезды якутской эстрады, которые исполнят песни наших местных авторов. Тоже будет очень хороший концерт. Ну, призываю не только наших уроженцев, но и всех жителей нашей республики. Будет очень душевный такой концерт, и вместе с этим вы внесете в лепту в организации республиканского мероприятия. То есть это здесь должен быть причастен каждый житель нашей республики. Спасибо. Уважаемые коллеги, тогда мы завершаем нашу пресс-конференцию, встречу с вами, да, и хотел бы в конце еще раз подчеркнуть, что особенность проведения Сеха Аламхо в селе Томтор Аймеконского района заключается в том, что оно именно в селе, так не в районном центре, а в селе проводится Сеха Аламхо, где проживает 1200 жителей, так, немногочисленный населенный пункт село, да, да, и несмотря на это, вот жители района, начиная Уснера, Шугай, Томтар, там Сардогнох, Терют, все объединились, так, и готовятся встретить гостей, именно со всей республики, поэтому мы призываем всех подготовиться аланхусутами, запевалами осохой, своими мастерами, приехать в село Томтор, то показать свое мастерство, чтобы именно северная земля, где мы славим, именно где самый холод, также, да, Чесханда Дутугар, чтобы именно показать свои способности, талант, для того, чтобы дать точку опоры для дальнейшего развития нашей республики, чтобы мы сплотились вокруг именно Аланхо, наших национальных традиций, да, для того, чтобы поддержать решение главы республики о проведении Сеха Аланхо в селе Томтор, да, чтобы мы именно укрепили в дальнейшем развитии нашу республику Саха-Якутия. И желаем этот сегодняшний такой хороший день всем посмотреть послание президента Российской Федерации и как бы с верой, надеждой жить, прославлять нашу великую страну. Спасибо за участие, удачи, успехов всем. Баргатыр, это не было, Эмекан
улуугар алгыс түһәр диетлер, оны алгыс түһәрин отыйын бастыгы жилатыяр күйтәбит, барын кәлең сылдың аджеттан культура, оны духовный сайды министерствета, Саха республиканың правительствата, онна бу имекан улуғын салататын, олықтуақтырын кыттан барытын тәриерге бәлем, тәрияға, жағайяға, олықтуға, оңғаруға ден әтияқпетін бағарабыд. Барға мақтал болу.